факультет осуществляет подготовку бакалавров и магистров по следующим направлениям. У нас есть как очное, так и дистантное направление, заочное направление. По очному направлению у нас есть такие направления, как программная инженерия, информационные системы и технологии, информационная безопасность, информационные технологии, бизнес-информатика, информатика, вычислительная техника. По дистантному направлению, то есть по заочному направлению, у нас есть информационные системы и технологии. Но срок обучения на бакалавриате у нас 4 года, а на дистантном 5 лет. Но хотел бы что отметить. У нас факультет информационных и инновационных технологий имеет 4 кафедры. Почему я хочу пригласить именно обучаться на нашем факультете? Потому что из этих 4 кафедр 2 кафедры занимаются искусственным интеллектом. Искусственный интеллект, разработка искусственного интеллекта в первом случае это в сельском хозяйстве, который именно необходим Кыргызстану. И второе, разработка искусственного интеллекта в области туризма. Тоже очень необходимое такое направление. Добрый день, уважаемые абитуриенты! Я хочу вам рассказать о нашей кафедре, которая называется кафедра компьютерных технологий и интернет. На нашей кафедре мы даем и обучаем 2 направления. Бизнес-информатика, открытая вместе с Высшей школой экономики Москвы, и информационные технологии, которые мы открыли более 20 лет назад вместе с университетом Бирлнет США. Хочется подчеркнуть, что мы даем качественное обучение. У нас малые группы. Группа у нас только по 10-12 человек и поштучная подготовка каждого студента. На нашей кафедре, только на нашей кафедре и нигде идет обучение ЦИСКО технологии, которые у нас уже тоже более 20 лет. Мы стали уже ЦИСКой КНУ, а были ЦИСКо США. Ребята на 3-4 курсе получают 4 уровня ЦИСКО технологий, и любые банки, уважающие себя организации, которые работают на высоких IT-технологиях, с удовольствием забирают наших ребят на работу. И хочется подчеркнуть, что ребята у нас начинают работать со 2-го курса. Мы их трудоустраиваем на такие компьютерные лаборатории, которые называются компьютерными лабораториями на нашем факультете и на всех факультетах нашего родного университета. Наша кафедра готовит специалистов, именно бакалавров и магистров, по новому актуальному направлению программной инженерии. Значит, наши выпускники разрабатывают новые программные продукты, внедряют готовые продукты, а также осуществляют поддержку программных продуктов. В наше время перехода в цифровой экономике роль специалистов в области программной инженерии становится особо актуальным. Это имеет место не только для нашей республики, и во всем мире. Значит, самыми престижными и нужными специалистами становятся именно специалисты в области программной инженерии. Все остальное, как вы сами знаете, информационные технологии, программисты, айтишники, все это вкладывается туда же. Почему я еще хотел пригласить на наш факультет? Дело в том, что у нас есть проекты, по этому проекту наши студенты идут практиковаться в Японию. Допустим, в прошлом году наши 33 студента были в Японии, в Токио, по программе Sakura. В этом году у нас есть проекты с Китайской Народной Республикой. В этом году мы намечаем в течение 5-летний договор. В этом 5-летнем договоре около 300 студентов должны посетить Китайскую Народную Республику как практику и повышение квалификации среди профессорского преподавательского состава. Там есть такая практика, работа по программированию в области блокчейн. Там есть остров Хайнань, это Китайская Народная Республика.
факультет по нашему направлению программная инженерия, вы обеспечите свое будущее и будете нужными для нашей республики специалистами. И хочется сказать, ребятки, приходите к нам учиться. Мы очень добросовестно учим и даем очень качественное образование.